Так, а вот тут Руслана, ходите. Я говорю, Бог вам познал, я Руслан там. Вы когда садитесь? Вот. До океана на ее пути случается много препятствий. Одни она преодолевает без особых усилий, а бывают и такие препятствия, для преодоления которых река долго собирает свои силы. Так и народ. Одни невзгоды быстротечные, легко преодолимые, они не оставляют заметного следа в его истории. Народ постигает большие беды. В такие исторические моменты для решения своей судьбы народ собирает вот такие вот формы, как вот этот. Это сейчас исторический час. Такое бывает в тысячелетие и в столетие только один раз. Вы собрались сегодня решить, быть или не быть ингушскому народу, ибо вопрос его государственности – это вопрос его жизни и смерти. Да помогут вам мужество, разум и святая справедливость. Дала, щит энергетика, бабуются, подвакал, радуются и шло. В своей истории ингушскому народу много раз приходилось собираться на съезды для решения тяжелых исторических задач. В наших горах есть место, которое называется Бартовоз. Долина согласия, долина договора. На сегодняшнем языке это можно было сказать просто. Это место съездов ингушского народа. Там, по преданию, собирались старейшины кавказских племен, не только ингушских, чтобы договориться о совместной борьбе против монгольских захватчиков. Это тоже были съезды. Сколько их там было, этих съездов в нашей истории, свидетельства не осталось. Наш отсчет начался с 1919 года, когда белогвардейские армии подошли к ингушским селам. Снова, как и в прошлые времена, стал вопрос, быть или не быть ингушскому народу. А может поступить так, сильного врага пропустить, ведь нас никто не обвинит за такое малодушие. И по трусости всегда можно найти оправдание. В этот грозный час наш народ остался верен слову, данному своим союзникам, своим товарищам по оружию, большевикам. Сегодня мы об этом говорим, не краснея за наших дедов, Их надгробные памятники сегодня разграблены, но прах их покоится в земле. Слава их мужественному духу, мир праву героев! Февраля 1919 года в селе Базоркино
решений. Первое. Была объявлена Ингушская Горская Республика. Сразу же, вот с этого момента предлагаю вам этот день считать Днем Ингушской Республики. Сюда же, под защиту вооруженного ингушского народа, был перенесен штаб обороны всего Северного Кавказа. Третье. Было принято решение дать решительный отпор белогвардейским агрессорам. Прошло 70 лет. На дворе 1989 год. А в этом зале сидят делегаты, которые пришли на второй съезд ингушского народа. Я вас приветствую. И не праздника ради мы здесь собрались. Мы будем решать судьбу своего народа. После глубокого анализа, осознав катастрофическое положение своего народа, Совет организации НИСПУ решил созвать второй съезд ингушского народа. Сегодня мы собрались в городе Грозном во дворе своего родного брата чеченца. Ибо пока у нас своей крыши, своего дома, своего двора, пока у нас еще нет. Порядок выбора делегатов был следующий. От каждой 1000 населения были выбраны 2 делегата. Делегаты выдвигались на слогах самым демократическим образом. Какова география нашего съезда? В зале сидят делегаты и гости из Чечено-Ингушской АСР, из Грузинской Советской Социалистической Республики, из Республики Северная Осетия, из Казахской Советской Социалистической Республики, Киргизской Советской Социалистической города Москвы, приглашались на съезд народные депутаты СССР из различных союзных и автономных республик. В работе съезда сейчас принимают участие народные депутаты СССР. Фаргиев Хамзат Ахмедович, депутат Верховного Совета Грузинской ССР. Писаренко Виталий Виктор Владимирович, депутат Верховного Совета СССР, полковник из Новороссийска. В работе съезда принимают участие делегации Грузии в количестве 13 человек. Крымских татар из 3 человек. Вот сведения принесли, подъехала делегация из Азербайджана. На съезд прибыли представители народных фронтов Чечено-Ингушетии, Грузии и Кабардино-Балкарии. На съезд принимает участие Мамилов Абдрахман Ахмедович, главный редактор киностудии «Мосфильм».
еще нами зарегистрированы, поэтому объявлять их предложим потом мандатной комиссии. Лиса, депутат Топечник, куда открыл? Да, вот как раз Тарсигу Муса, наш депутат, объявил, что товарищ депутат Толбешников здесь явился. Разрешите мне второй съезд ингушского народа считать открытым. По-свойски. Просим секретаря РК КПСС Валентина Митрофановича включить микрофон и на улицу. Там люди очень ждут. Там на улице будет порядок, пусть об этом не беспокоиться. Для ведения съезда нужно избрать президиум. Слово по составу президиума имеет делегат Шахкиев Башир. Уважаемые товарищи, разрешите предложить вам список почетных гостей нашего президиума. Это инициативная группа Акиев Фасол, Ахильгов Саид Салим, Барахоев Богдан, Беков Мустафа, Батыров Султан, Богатырев Бембулат, Кадзоев Иса, Куштов Якуб, Костоев Беслан, Куштов Ахмед, Хотиков Беслан, Лиев Магомед Рашид, Фаргиев Хамзат, Арсалаков Исраил, Чахкиев Башир и Чахкиев Саид. Это инициативная группа, она была внесена в президиум решением Совета. А также почетный президиум нашего второго съезда народов Ингушетии предлагается представители различных регионов нашей страны, гости, делегаты, приглашенные. Разрешите их зачитать. Хаджимурат Ибрагим Бейли, профессор. Толпежников, народный депутат Советского Союза этого созыва, он здесь у нас сегодня стоит. Шадиев Халат Таусиевич, Священная Души. Чернигин Юрий Ефимович, герой Советского Союза, наш земляк из Ставрополя, сейчас живет в Москве. Газдиев Ахмед Магиевич, ветеран партии труда, ветеран движения за автономию ингушского народа. Идрис Базоркин, я его должности реально не называю. Арчаков Хасов, ветеран партии и труда.
Мамакиев Салман, ветеран партии труда, Аушев Руслан Султанович, Герой Советского Союза, наш земляк, народный депутат СССР по Хабаровскому краю. Камчиев Султан, тоже наш лидер одного из движения «Справедливость». Хамхоев Дауд, ветеран партии войны и труда, Турция. Бессултанов Хожа Ахмед. Народный фронт Чечен-Ингуши. Арсамаков Саду, ветеран партии войны и труда. Из Позоркина, который сейчас называется Чермен. Филькин Василий Иванович. Волкоев Умар, ветеран войны партии Чечен. Собчак. Хаджимуран. Также на нашем съезде присутствуют работники областного комитета партии и Совета министров нашей республики. Беков Сергей Мажитович. Салтаханов, заместитель председателя Совета. Но мы пригласили Завгаева Току Гапулича и Куценко Виталия Александровича. Дорогие друзья, по мере того, как будут зарегистрированы еще наши гости, мы будем объявлять. Да, мне только сейчас сообщили, что присутствует второй секретарь областного комитета партии Громов. Всех названных товарищей прошу занять почетные места в наших призах. Надо и баргу дать. Снимай долго. Долго, нормально. Прошу
свои места. Ага, игра, Просим подняться в президиум товарища Куценко и товарища Касаева, первого секретаря обкома ВКС. На ваше усмотрение предлагается повестка дня. Уважаемые делегаты, гости съезда, на ваших карточках повестка дня, которая была нами предложена до опубликования платформы ЦК КПСС по национальному вопросу. В повестке дня после выхода в свет платформы по национальному вопросу внесены некоторые изменения. Предлагается утвердить эту повестку дня. Голосовать будем. Да. Так. Голосовать будем депутатскими карточками. Кто за утверждение данной повестки, прошу поднять делегатские карточки. Товарищи, повестка дня такова. Доклад о социальном политическом положении Ингушетии. Товарищи, мы приносим извинения, у нас некоторые тут перестановки были в процессе обсуждения. Значит, первое, это обсуждение проекта платформы КПСС национальной политической партии в современных условиях. Второе, обращение съезда ингушского народа к Пленуму Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Третье, обращение съезда ингушского народа к Верховному Совету СССР. Четвертое, обращение съезда ингушского народа к народам Кавказа. Вот такая повестка дня. Кто за утверждение данной повестки, прошу поднять делегатские карточки. Так, кто против? Воздержавшиеся? Повестка дня принимается. Предлагается следующий регламент. Докладчик. Это час 20 минут. Содокладчикам 15-20 минут. Тренер, кто будет выступать, 10 минут. Перерывы через каждые 2 часа на 15 минут. На обед 2 часа с 14:00 по 16:00. Есть другие? Нет. Воздержавшихся? Нет. Регламент принимается. Есть предложение введения. Вопросы потом будем предлагать. Есть предложение введения съезда поручить членам оргкомитета съезда. Кто за? Прошу проголосовать. Ну, фамилии говорите, кто это? Так, опустите. Кто против? Воздержавшиеся? Требуется
избрать редакционная комиссия. Слово по составу редакционной комиссии предлагается Богатыреву Бекбулату. Товарищи, предлагаю редакционной комиссии следующих товарищей. Товарища Бекова Магомеда, Богатырева Бекбулата, Мамилова Абдурахмана, Плиева Магомеда Рашида, Костоева Алихана, Куштова Ахмеда, Чавкиева Саида, Егорчева Магомеда. Кто против? Воздержавшихся? Нет. Будем считать, что редакционная комиссия у нас требуется избрать мандат. Нам нужно избрать мандатную комиссию. Слово по составу мандатной комиссии имеет я объявлю вам. Я объявлю вам, кого мы предлагаем. Абадиева Аба, Парчиева Пара, Плиева Махмад Рашид, Цицкиева Аза, Досвою Башир, Акиев Хасов. Кто за то, чтобы мандатная комиссия была в этом составе, прошу проголосовать. Опустите. Кто против? Просьба есть, товарищ председательствующий, я очень прошу выслушать, я не буду занимать много времени, но делегат съезда Боков Федор Павлович, мне хотелось бы попросить съезд возвратиться к повестке дня, потому что она довольно нечетко была представлена съезду. Поспешно была представлена. Вопросы вот какие. Первый. Определение статуса данного съезда. И второй. Выборы оргкомитета на период работы от второго очередному съезду народов Ингушетии. Извините, пожалуйста, я хотел бы, насколько это возможно, обосновать свою точку зрения. Является вторым съездом ингушского народа. Однако, вчера-позавчера на улицах Грозного можно было видеть афиши, в которых этот съезд назывался съездом народов Ингушетии. Как это понимать? Мне думается, без особого обсуждения данного вопроса сейчас путем открытого голосования нужно утвердить, что данный съезд является именно вторым съездом ингушского народа. Одну минуточку, я не забыл. Во всех документах, в которых будет освещаться работа данного съезда, он именовался только так и никак иначе. Второй съезд ингушского народа. Извините, отвечаю вам. Так. Этот съезд так и называется, а в вашем предложении президиум об этом подумает. Так. Это второй съезд ингушского народа. Второй. Так. Извините. Так, давайте поставим на голосование. Считать ли его вторым съездом ингушского народа? Делегат Боков, прошу вас не мешать работе президиума. Мы дадим ему слово. Он выступит потом. Все ваши соображения вам ставят возможность их высказать.
у нас съезд демократичный, действительно демократичный, я прошу вас еще буквально 2 минуты, еще на одно предложение. Да, пожалуйста, голосуем. То есть съезд вас. Спасибо. Спасибо. Я считаю, что съезд не выполнит полностью своей задачи, если не изберет на одном из своих заседаний организационный комитет, теперь уже не по созыву второго съезда, каким был организационный комитет, а организационный комитет по восстановлению единства ингушского народа. Уважаемые, одна из главных целей выборы этого комитета было продумано до организации. Поэтому в процессе съезда, в резолюции съезда будет специально постановление, предварительное обсуждение, потом постановление по составу, о структуре организационного комитета. По организационному комитету он будет, как вы правильно здесь сказали, функционирует от 2 до 3 съезда, но функция основная его – это организация, вернее, действия по организации Ингушской Советской Социалистической Автономной Республики. Поэтому этот вопрос, считайте, принят, и он в рабочем, так сказать, состоянии. Veyda o kızı Aliye'nin geldik her şeyi kurulahtı. Şolakçı, kualakçı, moğuş, bağışmış. Şu hağudiyet, doktoriyet, zamdiyet ve her şey akmış bir barsiç. Şol kualakiyet, bağış yahaz. Как я говорю, хамут, без как я говорю. Вы дай адла. Хаш как матвей, хаш не матвей. Да нигде не давай матвей. Уважаемые гости. В истории ингушского народа проходили съезды, на которых решались неотложные задачи. Не все они – Подмосковская Советская Республика. В составе этой республики была провозглашена ингушская автономия. И именно поэтому мы сегодня по праву именуем этот съезд первым съездом ингушского народа. От этой даты, то есть 4 февраля 1919 года, начинается отсчет национальной государственности ингушей в советский период. Почему возникла необходимость созыва настоящего съезда? В истории нашего государства умным процессом перестройки советского общества. В этой ситуации исключительно важное значение имеет опубликованный в советской печати 17 августа 1989 года проект платформы КПСС «Национальная политика партии в современных условиях». Это важнейший документ коммунистической партии по национальному вопросу, впервые после смерти Ленина вынесены на всенародное обсуждение, ибо, как отмечается в проекте платформы, деформация общественного развития, начавшиеся вскоре после Ленина, пагубно отразились и на межнациональных отношениях.
Межнациональные отношения сегодня очень осложнились. И произошло это прежде всего из-за пренебрежения к истории этносов целого ряда народов по вине Сталина и его преступного окружения. Совершенно правильно сказано в платформе КПСС. Одной из серьезных причин обострения национальных проблем явились массовые репрессии, в особенности переселение целых народов из мест их традиционного проживания в другие республики и регионы. Такая участь постигла калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ингушей, крымских татар, турок, месхетинцев, немцев, корейцев, греков, курдов. Необоснованно обвинялись в национализме и преследовались многие партийные и государственные работники республик, представители национальной интервенции. Разрезать узлы противоречий в национальном вопросе без решения государственно-правовых проблем невозможно. И справедливо отмечается в этой же платформе: любые попытки ущемления людей по национальному признаку должны рассматриваться как неприемлемые, противоречащие принципам советской государственности. Конечно, платформа КПСС не может охватить все стороны развития межнациональных отношений на современном этапе. И все же, на наш взгляд, нельзя было обойти такую кричащую проблему. Как ликвидировать последствия репрессий целых народов? Кроме того, в проекте платформы названы не все репрессированные народы, чья автономия до сих пор не восстановлена. В этой плоскости заслуживает, на наш взгляд, серьезного, вдумчивого рассмотрения следующее положение проекта платформы КПСС. Принять все меры к решению проблем Нагорно-Карабахской автономной области, крымских татар, немцев Поволжья, греков, курдов, корейцев, турок, месхетинцев и других. Здесь смешаны два принципиально разных понятия межнациональных отношений. Во-первых, армяне Нагорного Карабаха никуда не выселялись и имеют свою национальную государственность. Во-вторых, нельзя проблему Нагорного Карабаха рассматривать совместно с проблемами репрессированных народов. Это совершенно разные понятия межнациональных отношений. А после слов турок-месхетинцев необходимо добавить слово ингушей. Без учета сегодняшнего положения ингушей, рассмотрение национального вопроса будет неполным, необъективным, противоречащим духу перестройки и новому мышлению. Исходя из сказанного, мы рассмотрим ингушский вопрос и политическую ситуацию в Северо-Кавказском регионе в свете важнейших для страны рекомендаций, выдвинутых в проекте платформы КПСС. Нынешнее положение ингушей создалось не вдруг, а постепенно, исподволь. Начало вытеснения ингушей со своих исторических земель было заложено еще в XVIII веке русским царизмом. Но то, что сделали с ингушским народом по части ущемления его прав в советский период по своим масштабам, намного превосходит сделанное царизмом. Процесс этот начался уже на заре строительства ингушской автономии после смерти Ленина и шел с нарастающими темпами во все последующие годы, вплоть до сегодняшнего дня. После смерти Ленина Сталин приступил к исполнению своих чудовищных замыслов по уничтожению целых народов, создавая за счет репрессированных народов особый режим наибольшего благоприятствования для отдельных этносов, не стесняясь при этом в выборе средств и методов. В отношении ингушей уже в 1925 году Сталин наносит свой первый удар по ингушской автономии. Это его пока еще осторожная попытка вывести из Владикавказа учреждение Ингушской автономной области с целью передачи города Северной Осетии. Как известно, центром ингушской и северо-осетинской автономных образований в первые годы советской власти являлся город Владикавказ. В то же время сам город Владикавказ оставался самостоятельной административной единицей и не встречал возражений ни с чьей стороны. В 1928 году Северо-Кавказский краевой комитет ВКПБ во главе с Андреевым по указанию Сталина, который исходил из тайных закулисных ходатайств тогдашнего руководства Северной Осетии,
принял постановление о передаче города Владикавказа Северо-Осетинской автономной области и переносе центра Ингушской автономной области в поселок Назрай. Категорические возражения Ингушского обкома и облисполкома, а также многочисленные жалобы ингушей, адресованные Калинину, Орджоникидзе, Кирову, вынудили советское правительство отменить это несправедливое решение, ущемляющее интересы Красной Ингушетии. ЦК ВКПБ и ЦИК СССР признали ошибочно вышеуказанное постановление, чтобы не создавать недовольство и трения между ингушским и осетинскими народами. Так была отбита вторая попытка определенных антиингушски настроенных кругов Северной Осетии завладеть Владикавказом. Бывший командир партизанского отряда ингуш Сонт Албузыркиев, который был в конце 20-х годов членом ЦИК СССР, отмечал, что, будучи в Москве на сессии ЦИК СССР, он попросил Серго Орджоникидзе устроить ему встречу со Сталином. Догадываясь, по какому вопросу он хочет говорить со Сталином, Орджоникидзе сказал: «Ничего у тебя не выйдет, Сонтал. Мы с Калининым предлагали либо отдать город ингушам, либо разделить его по Тереку, отдав правую часть города вам, левую осетинам. Товарищ Сталин не согласился с нами». Свою антиингушскую концепцию Сталин с осетинскими националистическими кругами того времени осуществил уже позже. Вопрос о городе Орджоникидзе решили летом 1933 года, когда ЦК ВКПБ принял постановление о слиянии Ингушской и Чеченской автономных областей и создании Чечено-Ингушской автономной области с центром в городе Грозном. Город Орджоникидзе, кстати, в 1930 году Владикавказ по инициативе Ингушского обкома и облисполкома был переименован в город Орджоникидзе. Стал центром Северо-Осетинской автономной области. В январе 1934 года была образована Чечено-Ингушская автономная область под благовидным предлогом объединения Чеченской и Ингушской автономных областей в однонациональную республику. Противника этой политической аферы, первого секретаря Ингушского обкома ВКПБ Идриса Дядикова, лично Сталину высказавшего возмущение ингушей этими закулисными политическими играми, Сталин репрессировал, предварительно снял его с поста секретаря Ингушского обкома ВКПБ. Похоронен Идрис Дядиков на Тыртовой роще, на окраине Грозного, а вот местонахождение его могилы, к сожалению, чекисты Чечено-Ингушетии пока держат в тайне, лишая ингушский народ возможности поклониться праху пламенного большевика-ленинца, члена ЦИК СССР, крупного партийного и государственного деятеля. В 1934 году закончился период самостоятельного, а главное успешного развития ингушского народа. По воле Сталина его автономия была просто стерта с географической карты. Вопрос, касающийся двух народов, чеченского и ингушского, этот диктатор решил волевым методом, не спрашивая согласия этих народов. Трудно понять такое благоволение великого вождя к осетинам, если его не кровным родством с ними. После 1934 года начался новый этап ликвидации национальной государственности ингушей, который завершился депортацией ингушей вместе с чеченцами в Казахстан и Киргизию. Этот акт вандализма был совершен ради интересов Северной и Южной Осетии. Этим поистине государственным преступлением порождены и к нему восходят все лживые измышления, наветы и кривотолки, которые до сих пор ущемляют достоинство нашего народа, высланного к тому же по секретному указу без публикации, в отличие от наших чеченских братьев. Депортация чеченцев-ингушей в 1944 году преследовала далеко идущие захватнические цели определенных кругов Осетии. Вопрос этот рассматривался на Политбюро и Государственном комитете обороны по инициативе Сталина и Берия. Готовили вопрос заместитель Берия Кабулов и несколько генералов осетинской национальности из ведомства Берии. В этой связи интересно сообщение народного депутата СССР Роя Медведева. Еще в 1951 году в журнале «Социалистический вестник»
органе социалистического интернационала было опубликовано свидетельство полковника Токаева, осетина по национальности, перебежавшего на Запад в конце войны. Он заявил, что решение о ликвидации Чечено-Ингушской ССР было принято после обсуждения на совместном заседании Политбюро и Государственного комитета обороны 11 февраля 1943 года. На заседании прозвучало два мнения. Молотов, Жданов, Вознесенский и Андреев предложили ликвидировать Чечено-Ингушскую ССР и немедленно выселить всех чеченцев и ингушей Северного Кавказа. Ворошилов, Каганович, Хрущев, Калинин и Берия предложили повременить с выселением до полного освобождения Северного Кавказа от немецкой оккупации. Лишь один Микоян, соглашаясь в принципе, что чеченцы и ингуши должны быть выселены, высказал опасение, что такая акция повредит репутации СССР за границей, что и произошло позже на международной арене. Следует отметить, что уже в марте 1943 года Берия успел дать указания особым отделам относительно чеченцев и ингушей, находившихся на фронтах Великой Отечественной войны. И именно по его указанию ратные подвиги чеченцев и ингушей не отмечались, им не присваивались воинские звания. В конце концов, видя бесполезность своих стараний, командиры и политруки вообще перестали представлять их наградам за боевые подвиги. Машина предстоящей репрессии была уже запущена. Весьма примечательным в истории чеченцев и ингушей является следующий факт. За весь период войны и позже Чечено-Ингушетии не было ни одного судебного процесса над изменниками Родины из числа чеченцев и ингушей, что является ярким. Года, спустя 2 года и 4 месяца, на заседании Верховного Совета СССР 7-я сессия принимается закон об упразднении Чечено-Ингушской ССР и преобразовании Крымской ССР в Крымскую область. Сколько тысяч чеченцев и ингушей, как и представителей других репрессированных народов, умерло от голода, холода и болезней, в законе, разумеется, ничего не сказано. Не сказано и о том, как жители горных, труднодоступных чеченских и ингушских сел в феврале 1944 года сотрудники Берия уничтожили всех до единого, начиная от грудных младенцев до глубоких старцев. Прежде всего, здесь следует отметить чеченские села Хайбах и Зима и горные аулы ингушей Таркин и Хамхи. Республиканская молодежная газета «Комсомольское время» сделала большое и важное дело, опубликовав в номере за 24 августа материалы о сожжении Хайбаха вместе с жителями банды Берия. Да, товарищи, у чеченцев и ингушей есть свои и хаты, и куропаты, но широкая общественность не знает об этом, ибо для чеченцев и ингушей архивы ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ до сих пор недоступны. Следует еще добавить к сказанному, что ни один больной из числа чеченцев и ингушей, находившихся в больнице, не остался живым. Все они были умерщвлены по указанию Берия и Кабулова. В Северной Осетии в то время не скрывали своих планов захвата территории соседних народов, облачая их в партийные формулировки. Вот выдержки из доклада секретаря Северо-Осетинского обкома ВКПБ на 13-й областной партконференции, проходившей в феврале 1949 года в городе Заутчикау, переименовано уже. В начале 1944 года в жизни нашей республики произошли крупные исторические события. Благодаря постоянным заботам большевистской партии, лично товарища Сталина, в феврале 1944 года советским правительством были приняты государственной важности решения по дальнейшему развитию и укреплению Северо-Осетинской ССР. В Северной Осетии были присоединены новые районы, среди них город Молдобек, город Нефтяников, Моздокский и Курбский районы. Вследствие этих мероприятий территория нашей республики увеличилась до 50%. Товарищи, особо следует остановиться на проблеме города Орджоникидзе. За последние десятилетия некоторыми осетинскими историками создана целая литература,
в которой делаются попытки фальсификации действительных исторических событий и фактов, с целью доказать, что осетины являются аборигенами Кавказа и, в частности, на землях, где расположен город Орджоникидзе и пригородный район. Они, дескать, живут чуть ли не с древнейших времен. Такая интерпретация истории проводится для того, чтобы оправдать акты насилия в отношении ингушей в течение длительного времени. В связи с этим следует вспомнить некоторые факты и события прошлого. Непреложная истина состоит в том, что ингуши – коренные жители Северного Кавказа, а осетины – пришельцы. В то время как предки осетин Аланы впервые появились на Северном Кавказе в IV веке нашей эры, а сам осетинский народ как таковой сформировался из остатков аланских племен лишь в позднем Средневековье, то ингуши жили в центральной части Северного Кавказа 5 тысячелетий тому назад. Если же интересующий нас вопрос о происхождении ингушей пишет крупнейший кавказовед, лауреат Ленинской премии, профессор Крупнов. А в целом и происхождение всего воинского народа не отрывать от общей проблемы происхождения Иберийско-Кавказского этнического массива, то с еще большей долей уверенности можно говорить о местном автохтонном развитии всего этого массива на Кавказе уже с 3-го тысячелетия до нашей эры. Совокупностью антропологических, археологических, исторических, лингвистических и этнографических данных подтверждается давнее и сугубо местное происхождение и развитие этнического ядра, которое в наши дни именуется ингушским народом, составляющим одно из слагаемых Нахского этнического массива Кавказа. Крупнов, средневековая Ингушетия, Москва, 1971 год. И еще цитата. По археологическим, этнографическим, антропологическим данным ингуши также могут рассматриваться как представители населения Кавказа, ощутимые сведения о которых уходят вглубь веков, вплоть до новокаменного века. Там же, страница 202. Письменные сведения об ингушах встречаются еще в сочинениях античных авторов Страбона, Плиния, Птоломея и других, локализующих древние ингушские племена на северных склонах Кавказского хребта по правому берегу реки Терек. Что же касается города Орджоникидзе, Владикавказа, то он основан на месте одного из ингушских аулов на правом берегу Терека, Заурков. Сегодня некоторые осетинские авторы всячески стараются обойти, игнорировать этот факт, хотя и неудачно. Один из ведущих русских историков, Семен Броневский, описывая общественное устройство, быт и нравы ингушей, отмечал, что деревни их зауровали в жирах, почитаемые за сборные места двух ингушевских обществ. И что по именам главных их деревень русские называют их зауровцами и жираковцами, а вообще кистинцы. Семен Броневский, новейшие географические и исторические известия о Кавказе. Москва, 823 год. Следовательно, население Заур, а точнее Заурков, то есть двор поселения Заура, на месте которого была заложена крепость Владикавказская, являлась одним из главных населенных пунктов Ингушетии и играла важную организующую роль в политической жизни ингушского народа. Известный русский ученый-кавказовед Будков писал: весной 1784 года для сообщения Грузии с Моздоком основана у входа в Кавказские горы в урочище Заур Владикавказская крепость. Будков, материалы по новой истории, часть 2, 1792 по 803 год. И далее. Прежде всего, для связи Кавказской линии с Грузией в 1784 году построена отрядом войск крепость у Терека при входе в ущелье Кавказских гор при Иркушевской деревне Зауре и названа Владикавказом. Там же страница 165. В одном из выпусков сборника сведений о Терской области в статье «Областной город Владикавказ» об основании этого города сказано так. В 1784 году для соединения Кавказской линии с Грузией построена отрядом войск крепость у Терека при входе в ущелье Кавказских гор при ингушском урочище Зауре и названа Владикавказом. Скоро времени по устройству Владикавказа в окрестностях его поселились спустившиеся от гор осетины. Сборник сведений о Терской области, 878 год. Отсюда следует вывод.
осетины появились в окрестностях Владикавказской крепости лишь спустя определенное время после ее основания, в то время как ингуши с давних пор жили в селении своем Заурков, где была заложена Владикавказская крепость. Ракович в брошюре, посвященной 50-летию основанию города Владикавказа, писал: известный писатель Кавказа прошлого столетия Будков говорит, что раньше до прихода русских на этом месте расположено было ингушское селение Заур. Сами осетины своим наименованием Владикавказа подтверждают как бы справедливость показаний Будкова, так как Заур есть имя собственное Заур, а Кау значит селение, иначе селение Заура. Никак нельзя согласиться с тем, что на месте нынешнего Владикавказа раньше стоял осетинский аул Капкай, так как земля эта с незапамятных времен принадлежала ингушам. Осетины появляются около Владикавказа от учреждения крепости согласно призыву Потемкина. Ракович, прошлое Владикавказа, историческая справка, Владикавказ, 911 год. В 1786 году, пишет далее Ракович, когда русское войско, спасаясь от возможного нападения предводителя горцев Чечни и Дагестана, шейх Мансура, покинула крепость Владикавказскую, ушли вглубь гор и осетины, жившие около этой крепости. А ингуши как жили раньше, так и стали жить на своих местах. В 1803 году возобновлена была крепость Владикавказская и ряд других укреплений, соединивших ее прочно с Моздоком. В этом же году осетины снова спустились с Тагаурских гор и поселились уже навсегда около валов южного фаса крепости. Там же страница 8. Профессор Крупнов, исследуя проблемы происхождения ингушских тейпов, родов, фамилий, пишет, что в частности фамилия Мальсагова, Верхнергенхоевской тейпы, была сильна и многочисленна еще в середине 18 века. Известно, что сын главы этого вяра, Мальсагов Заур, основал на плоскости ингушский аул Заур. На этом месте в 784 году возник город Владикавказ, Крупнов, средневековой ингушетии. Эти свидетельства о прямой принадлежности ингушам земли, где расположен город Орджоникидзе, Владикавказ, достаточно авторитетны и позволяют сделать два вывода. Первый. Город Орджоникидзе, Владикавказ, основан на месте древнего ингушского аула Заурков, являющегося одним из главных общественных центров Ингушетии. Второе. На территории, занимаемой городом Орджоникидзе, Владикавказ и его окрестностях, ингуши жили с незапамятных времен, а осетины поселились около Владикавказской крепости на левом берегу Терека лишь после основания этой крепости. Причем крепость Владикавказская по просьбе ингушей была заложена на правом берегу Терека. Более подробно история возникновения города Владикавказа исследована в работе краеведа Шукрита Киргова «Защиту бесспорных истин», в которой дается научно обоснованный отпор фальсификаторам истории основания Заурова и Владикавказа. Тот факт, что все земли на правом берегу Терека, а значит и место, где находилась крепость Владикавказская, принадлежали ингушам, получил отражение и в договоре от 23 августа 1810 года, подписанного, кстати, крепость Владикавказской. Так, в пункте 3 этого документа о территориальных правах ингушей говорится: землями и лесами пользоваться предоставляется им безвозвратно по правую сторону течения реки Терек. Кстати, этот договор был подписан с Россией. С самого начала своего возникновения Владикавказ являлся административным, торгово-экономическим и духовным центром ингушского народа. Поэтому ингуши в договоре с Россией в 810 году взяли на себя обязательство охранять Владикавказ и военно-грузинскую дорогу от нападения враждебных России племен. Поэтому ингуши не пропустили к Владикавказу войска Шамиля в 40-х годах прошлого столетия. Поэтому и защищали ингуши Владикавказ от посягательств других кавказских племен в последующие годы. Поэтому и отбили и очистили ингуши Владикавказ от белогвардейских частей в 1918-1919 годах. Никакие мотивы иного характера не могли бы заставить ингушский народ умирать за это место. Веками ими руководило чувство Родины и чувство колыбели. Забегая вперед, хотелось бы отметить следующее. 23 февраля 1944 года
в день нашего выселения был издан указ Президиума Верховного Совета СССр о переименовании города Орджоникидзе в город Зао-Чикаго. Газета «Социалистическая Осетия» писала по этому поводу. Переименование отвечает культурным и экономическим интересам осетинского народа. В этом акте видна личная забота Сталина об осетинском народе, его настоящем и будущем. Соцосетия, 1 марта 1944 года. 24 февраля 1954 года издан указ Президиума Верховного Совета о переименовании города Зао-Чикаго в город Орджоникидзе. И снова газета «Соцосетия» торжествует. Трудящиеся Северной Осетии с глубокой радостью, удовлетворением встретили указ о переименовании города Зао-Чикаго в город Орджоникидзе, отвечающий их воле и чаянию. Соцосетия, 26 февраля 1954 года. Уже в наши дни в Северной Осетии делаются неуклюжие попытки снова переименовать город Орджоникидзе в Зао-Чикаго. Целая кампания организована, чтобы доказать целесообразность этой затеи. Особенно ретиво в этой кампании выступают писатели Кадзаки и Тоторов. В этой связи любопытно вспомнить о том, что писала газета «Соцосетия» еще в 1954 году. Установлено, что переименование города Орджоникидзе в город Зао-Чикаго связано с враждебными действиями Берия и его банды. Соцосетия, 26 февраля, та же газета. А как прикажете называть нынешних поборников переименования города Орджоникидзе? Любителям тратить государственные средства без наглядки, переименовывая несколько раз один и тот же город, основанный на ингушской земле, мы заявляем однозначно: новое переименование города Орджоникидзе без учета мнения ингушского народа не состоится. Кстати, нужно отметить и тот примечательный факт, что ингуши еще на заре автономии горских народов не возражали против переноса административного центра Осетии из города Алагира, где он находился, в город Владикавказ, позже переименованный в Орджоникидзе. А в настоящее время в этом городе проживают и трудятся тысячи ингушей, и таким образом город Орджоникидзе, наряду с пригородным районом, где проживают десятки тысяч ингушских семей, является средой обитания ингушского народа. Город Орджоникидзе для ингушского народа это нечто большее, чем географическая местность. С этим городом связана деятельность ингушского просветителя XIX века Чаха Ахриева, деятельность революционеров и соратников Орджоникидзе Бапура Ахриева, видных большевиков-революционеров, военачальников Замы Янгиева, Алибека Халухаева, Бекхана Халухаева, Атабик Картоева, Абдулгамида Гойгова, Юсупа Албагачиева, Идриса Дядикова, Бексултана Костоева, Хизира Арсанова, Берды Евлоева, Хасултана Нальгиева, Мусы Саудиева и многих других сынов и дочерей ингушского народа. Во Владикавказе росли и крепли литература и искусство, экономика, история, просвещение ингушского народа. Кстати, товарищи, первая ингушская постановка «Сыновья Муллы» по сценарию, написанному выдающимся советским писателем Михаилом Булгаковым, была поставлена им в городе Орджоникидзе и прошла большим успехом эта постановка. В Владикавказе, Орджоникидзе росли и крепли основные революционные события, проходившие в Ингушетии в 918-919 годах, также связаны с этим городом, не говоря уже о пригородном районе. В августе 1918 года, когда белоказачьи осетинские банды полковников Беликова, Кибирова ворвались в город Владикавказ и окружили здание, где заседали делегаты 4-го съезда народов Терека, когда, по образному выражению Орджоникидзе, советская власть висела на волоске, когда другие народы Северного Кавказа, как писал Орджоникидзе, выжидали исхода борьбы, ингуши, как все один, выступили в защиту новой советской власти.
не скрывал, что советская власть вновь была утверждена волей ингушского народа. Мы были уже не одни, писал Орджоникидзе в докладе Совнаркома СССР. Выступили ингуши, этот авангард горских народов, за которыми потянулись, если не активно, то во всяком случае свои симпатии все остальные народы. Участие ингушей в революционных событиях на Северном Кавказе по своей значимости знаменательно не только для них, но и для других народов Северного Кавказа. Генерал Деникин, начиная свой поход против молодой Терской Советской Республики, прежде всего беспокоился, пропустят ли ингуши добровольческую армию через свою территорию. Начало гражданской войны показало, что Ингушетия остается красной, несмотря на жестокий террор белых, и не намерена уступить Деникину. Об участии ингушей в гражданской войне тот же Деникин впоследствии писал: участие этого народа в политической жизни края далеко не соответствует его численному составу. Ингуши, наименее численный и наиболее спаянный военной организацией народ, оказался по существу вершителем судеб Северного Кавказа. В августе 18 года, когда казаки и осетины овладели Владикавказом, ингуши своим вмешательством спасли Терский совет комиссаров. Деникин, очерки русской смуты, том 4, Берлин, 25 год. Даже непримиримый враг советской власти, генерал Деникин, признавал нелицеприятную для него правду о революционной роли ингушей. Свою преданность революции сыны трудового ингушского народа продемонстрировали не только у себя на Кавказе, но и в далеком Петрограде, колыбели Октябрьской революции. В октябре 17 года, когда к революционному Петрограду вплотную подошли войска Корнилова, и над городом нависла смертельная угроза, ингушский полк, шедший в авангарде дикой дивизии, первым отказался стрелять в питерских рабочих и повернул назад. Его примеру последовали другие полки дикой дивизии. Об этом событии Деникин впоследствии писал: в последние дни августа Петроград представлял из себя разворошенный муравейник, и несмотря на громкие возбуждающие призывы своих вождей, призывы, скрывавшие неуверенность в собственных силах, революционная демократия столицы, имеется в виду правительство временное, переживали смертельные тревоги. Приближение к Петрограду ингушей заслонило на время все прочие страсти, мысли и интересы. А многие представители верховной власти торопливо запасались уже заграничными паспортами. Деникин, очерки русской смуты, Берлин, 25 год, том 2. Можно привести еще множество свидетельств и документов о революционной роли ингушей в борьбе за установление советской власти на Северном Кавказе. Но напрасно сегодня искать на территории нынешней Северной Осетии мемориальные доски и памятники, подтверждающие революционную роль ингушей. Нет здесь и данных об ингушах в Республиканском краеведческом музее революции имени Кирова Орджоникидзе. Переименованы села, улицы и памятные места, связанные с деятельностью ингушских революционеров и общественных деятелей. История Ингушетии не изучается не только в Северной Осетии, но и в Чечено-Ингушетии, где вольно или невольно проводится мысль, что ингуши являются не отдельным, самостоятельным народом, а всего лишь частью войнавского населения, со своим диалектом, и потому, где они, ингуши, не заслуживают особого внимания. Для прошедших на ингушские земли осетин, ингуши – люди нежелательные, о чем говорят многочисленные факты неприязненного отношения властей Северной Осетии, дискриминации в отношении ингушей в течение длительного времени. Это прямое продолжение политики Сталина, Берия и же с ними в отношении ингушского народа. Ингушский вопрос сознательно замалчивается и искажается в глазах широкой общественности страны. А сами ингуши стали предметом иронических насмешек Северной Осетии. В 1957 году автономия ингушского народа была восстановлена частично, без правобережной части города Орджоникидзе, главного пригородного района и части Малгобекского района, оставлена в составе Осетии без ведома и согласия ингушского народа в результате закулисных переговоров между руководством Северной Осетии и оргкомитетом ЧССР во главе с Гайбековым. К сожалению, своим бездействием
молчаливым согласием помогли этому председателю президиума Верховного Совета ЧССР Алмазов и бывший в то время второй секретарь Чечено-Ингушского обкома КПСС Чакиев. Надо полагать, сегодня будет пролит свет на события, связанные с территориальным ограблением ингушского народа при восстановлении Чечено-Ингушской ССР. Говоря об истории отторжения у ингушей их исконных земель, в сущности колыбели этого народа, нельзя не отметить беспрецедентный характер этой непрерывной акции. Процесс этот длится около 200 лет, набирая темпы и расширяя масштабы, к сожалению, в советский период. Это заранее тщательно разработанная, планомерная и систематически осуществляемая политика, направленная на то, чтобы, скажем прямо, в интересах осетин лишить ингушский народ своей территории, истории, политического и этнического лица. Если обратиться к бесспорным историческим фактам, то ко времени основания крепости Владикавказской непосредственной близости от ингушского селения Заорово обширную территорию прилегающей крепости незапамятных времен занимали ингуши. Земли ингушей простирались далеко на запад от современного города Беслан, основанного ингушом Берсом Богатыревым. И именно поэтому ингуши до сих пор называют этот город своим первоначальным именем Берса-Юрт. И об этом прекрасно знают не только ингуши, но и все наши родители. Кстати, в работе нашего съезда участвует правнук основателя Берса-Юрт, главный инженер госинспекции по охране и использованию земельного фонда ЧССР, кандидат экономических наук Бембулат Богатырев. В период Кавказской войны военные действия на Кавказе сопровождались изгнанием ингушей с родных мест и заселением их осетинами и казаками. Так создавались целые столицы. Всем хорошо известны выдающаяся роль ингушей в установлении советской власти на Тереке и в целом на Северном Кавказе. Наш народ положил цвет своей нации на полях гражданской войны, защищая идеалы октября. Из 95 тысяч ингушей 22 тысячи воинов отдали свои жизни и были тяжело ранены в период революции и гражданской войны. Главным образом на улицах и площадях Владикавказа, на территории, прилегающей к этому городу и в Дарьяльском ущелье, то есть на землях, тысячелетиями принадлежавших ингушам. Особо следует остановиться на участии чеченцев и ингушей в Великой Отечественной войне. Чеченские и ингушские народы, как и народы СССР, с оружием в руках встретили наступление гитлеровской военной машины.